В нашем районе многое подчинено воспитанию самоотверженности в труде. Здесь постоянно и одинаково требования высокой отдачи от труда школьника, его учителя, пахаря и специалиста, руководителя колхоза и партийного работника. Мы стараемся всеми доступными средствами заинтересовать людей в плодотворном труде и во лучших конечных результатах, воспитать в них чувство хлеборобской чести, хозяйской заботе о земле. Преданный сын Илишевской земли Талгат Лутфулович Рахманов. Человек-легенда, славная биография которого – это и есть история Илишевского района. Вместе со своим трудолюбивым народом, в единстве со своей командой он прославил наш район на всю страну, поднял его на вершину Олимпа трудовых достижений. А личная его история начиналась очень просто и скромно. Родился в семье середняка в деревне Абдуллино. Рано потерял отца и, будучи старшим ребенком в семье, с ранних лет трудился в колхозе наравне со старшими. В предвоенном 1940 году его призывают в армию, в Хабаровский край. И до 1946 года молодой Талгат защищает дальневосточные рубежи страны. Там же он встречает свою ненаглядную спутницу жизни, Раису Григорьевну. На заставе они сыграли свадьбу, а дальше уже вернулись на малую родину Талгата Лутфуловича. Вырастили двух дочерей – Римму и Светлану. Римма Талгатовна – преподаватель в Башкирском государственном медицинском университете, а Светлана Талгатовна – в Уфимском авиационно-техническом университете. Единственная внучка Талгата Лутфуловича, Элина, со своей семьей живет в Москве. В детстве, приезжая на каникулы, всегда просилась с дедом на работу. И вместе они объезжали бескрайние поля илишевского хлеба. Я, конечно, не понимала, что конкретно там происходит. Видимо, была совершенно маленькая. Мне было интересно смотреть, как ездят уборочные машины, как они собирают зерно. Да, кстати, сейчас вспомнила, что мы даже ездили на элеватор, и он мне рассказал, для чего это нужно. Мне очень интересно было покататься на тракторе. Вот, это было прямо вверх. А настоящим, наверное, детям что-то более там Формула-1 или там какие-нибудь крутые машины, там самолеты, то трактор это был пределом мечтаний, наверное, прокатиться на тракторе. То там, конечно, был и жарко, и такой был специфический запах у этого масла в тракторах, но было все равно здорово. Я знала, что в любом случае у меня есть человек, который меня любит независимо ни от чего, просто потому что я это я, и все. И когда его не стало, к сожалению, когда я начинаю о нем вспоминать, мне все время хочется плакать, да, хоть уже 10 лет прошло, но я всегда помню о том, что на одного человека стало меньше, кто меня любит. Вот, это прям существенно так. Он очень самоотверженно трудился, очень любил местных людей. Он очень много делал для них, как мне казалось, возможно, и сейчас я уже с точки зрения того, что я человек взрослый, оцениваю это, что он очень много отдавал людям местным, вот прямо вот ради района, ради людей очень много старался. Я считаю, что очень правильно, что вот его помнят, его любят, как бы испытывают, наверное, я думаю, чувство благодарности к нему. Каждое лето большая дружная семья собирается в отчим доме на Красноармейской. В этом самом дорогом сердцу уютном уголке хорошо отдыхается и правнукам Талгата Лутфуловича – Яне, Грише, Злате и маленькому Пете. С 1962 по 1987 годы Талгат Лутфулович находился у руля родного района. Первый секретарь райкома всегда и во всем требовал держать илишевскую марку. За эти годы Илишевский район вошел в число передовых по целому ряду показателей. В 70-е и 80-е годы прошлого века его труженики получали с каждого гектара по 25-30 центнеров зерна. В закрома родины ежегодно засыпалось по 80-100 тысяч тонн хлеба. Именно тогда Илишевский район был признан как зерновая житница страны. За последние годы
агротехника стала у нас политикой. Прежде чем вырасти в поле, хлеб вырастает в наших мечтах, в сердцах наших людей. А сердца наших людей изумительные. Вот и с ними мы имеем дело. Это и есть самое главное в нашей работе. Прямо скажу, нравится мне эта работа. А в чем вы видите свой повседневный долг? Больше всего любить землю и людей. В людях неисчерпаемые резервы и возможности. Район становился площадкой для внедрения самых передовых технологий в образовании, здравоохранении, социальной сфере. Благоустраивались населенные пункты, строились дороги. Один из лучших районов Башкирии в те годы посетило более 300 делегаций из ГДР, Польши, Чехословакии, Монголии, со всего Союза и республики. Я с ним близко познакомился, когда учился в Москве, аспирантуре. Я несколько раз приехал к нему. И он всегда говорил, в смысле, я ему сказал, я хотел бы поработать в производстве. Меня готовили для науки, для преподавателя, для профессорско-преподавательской работы. Я когда уже защитил диссертацию в городе Воронеже, приехал, значит, для более конкретного разговора. С этого момента, значит, такая интересная для меня, я не знаю, тогда тут лучше, как период моей жизни началось. Значит, он мне доверил, если можно так сказать, мою родную деревню, его родную деревню. Значит, колхоз имени Ульянова меня избрали в марте месяце 1979 года председателем колхоза. Вот. Я в хозяйстве работал более 2 лет, ну и после этого пришлось работать в других работах, первым секретарем райкома партии, депутатом Государственной Думы. Значит, Курултае нашим. Но мы тогда тут лучшим свои отношения не портили, не изменили, так сказать. Все время я, значит, поддерживал с ним хорошую связь. Кем он для меня запомнится? Ну, во-первых, он учитель. Он и по профессии был учителем. Первая профессия у него была учителем. Значит, и эту профессию он сполна использовал, потому что, в отличие от других, так сказать, специалистов, учитель – это, прежде всего, психолог и хорошо знает людей, естественно. Основная его работа, почему он был таким удачным руководителем, он сумел и любил заниматься, кстати, подбором расстановки кадров. К сожалению, этого сейчас не всегда вспоминают. Не всегда есть такой хороший положительный селекции кадров, но в то время Илишевский район был поставщиком кадров не только для самого, так сказать, района, но и для всей республики. Люди, которые приезжали сюда, специалист, зоотехник, ветврач, ну, просто после окончания института он старался с ним контактироваться. Колхозили, райкомили, в других местах ли. Вот так им, организаторам, запомнился нас Талгат Лутфулович. Его дух я чувствую в районе сейчас, значит, и среди молодых руководителей. Район находится в подъеме, я это точно скажу, потому что в нашем районе в хозяйствах есть деньги. Я тоже руковожу хозяйством. Вот, и все время сравниваю это дело. Наш район в подъеме находится, и Талгат Лутфулович, если был бы живой сегодня, он был очень доволен сегодняшней нашей работой. Bizne ishga öğretti o labzay, ishga öğretti. Kişi bilen söylüşe öğretti. No, ol rayon için tırıştı. Rayonga mana bütün nerseni olup qaytıraya. Iliş rayonu her vaqtda yaxşı bolsun dedi. Anga 60'dan da artıp gitti, mena 30'dan artıp gitti. Mana rayonda dedi zam kınutu bolsun dedi. Tege bir bütün avul hujalığı. Özübüz üstürüp, özübüz bir работа etsek dedi. Ol tüzülük kombikorn zavodu. Ol tüzülük хлеб завод. Ol tüzülük sельхоз энергия tüzülü. Ol tüzülük больницаны tüzülü. Больница tüzülü. Şundan sonra ATP-ni koytardı mında. Şundan PMK-ni koytardı mında. Mana PMK-li var bizden gibi. Olarını koytardı. Şundan elevator tüzüldü. Ol tüzülü. Ana arkasına. Мен айтмайды Рахманов қол bilen tüzdü. Рахмановның мына теге личный отношениясы Шакиров белән ул эшне эшләде. Аларның отношениялары калганы инде бездән доводили до конца, до ума. Но беренче шакны һәрвакыт ул нетте алып китте бит үлмәләсе.
Единственное, ол мына азақы жыллардан айтты енді бірге ашағанда. Менің единственное бір өкінішім қалды районда деді. Айтты. Районға матур етіп автовокзал түсіп болмады деді. Илишевцы гордятся своим знаменитым земляком, героем социалистического труда, депутатом Верховного Совета РСФСР 3 созывов, кавалером 3 орденов Ленина, орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, за победу над Японией, за победу над Германией, 10 медалей ВДНХ, обладателем почетных грамот Президиума Верховного Совета РСФСР и БАССР, знака «Отличник народного образования», заслуженный работник сельского хозяйства Башкортостана. В 2005 году, в год 85-летия, Талгату Лутфуловичу было присвоено звание почетного гражданина Илишевского района. Таков самый краткий перечень заслуг этого человека-легенды перед малой и большой родиной. До последних дней своей жизни Талгат Рахманов старался вести активный образ жизни, занимался садом. Несмотря на тяжелую болезнь и плохое зрение, часто встречался с молодежью и школьниками. Талгата Лутфуловича не стало 24 августа 2010 года, на 91 году жизни. 15 июня в этом году ему исполнилось бы 100 лет. Принципиальный и требовательный руководитель, который, однако, никогда не терял чувство человечности и человеколюбия. Истинный герой труда, символ организованности и целеустремленности. Пограничник, стойко охранявший границы чести и совести. Сын благодатной Илишевской земли. Таким его навеки запомнят илишевцы, ведь в глубине души каждого из них живет частичка рахмановского духа. Для меня Илишевский район все. Потому что Илишево родился, работал, жил. Я люблю Илишевский район. Самое главное, люди хорошие. Для меня хлеб – основа жизни. Основа жизни. Будет хлеб, будет страна.